Здравствуйте! В прямом эфире новости Татарстана, в студии Лейсан Сабирова и коротко о главных событиях этой субботы. Казанские будни. Чем больше мы будем работать, тем больше нам надо будет еще добавлять оборотов. Преобразование и упущения в жизни третьей столицы. В репортаже Александры Севастьяновой. Переходный период. Станция банкрот, шансов нет. Другого решения нет, потому что вся инфраструктура она в очень неприглядном состоянии. Как УРУСУ переходит на котлы, расскажет Елена Веселова. Скоморохи, блины и развлечения. С праздником вас, с Масленицей. Все, что делает Масленицу праздниками, а тех, кто создает масличное настроение. Альбина Минибаева. В Казани звездный уикенд ночной хоккейной лиги. Кто праздновал Викторию? Слово от Хамадуна. Национальная музыкальная. Премия «Радио Болгар» Лина Тинатуллина. Ремонт в каждый двор Рустам Минниханов поручил выделить на благоустройство дворов Казани 500 миллионов рублей. Об этом сообщили сегодня на сессии Казгордумы. Работу Казанского исполкома президент оценил лично, выступив на заседании. В целом дал положительную оценку, но при этом отметил, что расслабляться не стоит. Чем лучше результаты, тем выше ожидания жителей. Оправдают ли их в репортаже Александры Севастьяновой. В сравнении с другими городами, вот мы в Москве были, в Ульяновске были. Казань наилучшая. То, что касается Казани, я здесь с 60-го года, она просто расцвела. Сейчас это город интернациональный, такой дружный, процветающий. Благоустройство города в прошлом году ощутили более 80 тысяч человек. Процветание Казани одинаково подчеркивают и местные жители, и туристы. Обложка хороша, а вот нутро порой подводит. Состояние многих дворов города оставляет желать лучшего. Поэтому на благоустройство еще 500 миллионов на 2017. В прошлом году на эту же сумму отремонтировали асфальт почти 250 придомовых территорий. Для автомобилистов во дворах появилось более 3000 дополнительных парковочных мест. Ремонт хорошо, но дороги еще и нужно содержать, а тарифы не менялись с 2011-го. Власти Казани сегодня попросили президента их повысить на треть. Существующие не позволяют обновлять парк коммунальной техники, отметил Тимур Алибаев, глава авиастроительного и Новосавиновского районов. Для Казани она острая проблема, конечно, дороги. Дороги в целом по республике, но город большой. Программа федеральная будет работать в этом году. Мы к этой федеральной сумме свою сумму тоже добавляем. О финансах говорили и на фоне предпринимательства. Малый бизнес Казани, треть валового территориального продукта и пятая часть налоговых поступлений. Число предприятий малого и среднего бизнеса почти на 10% выросло, как и среднемесячная зарплата казанцев. Сейчас она составляет более 37 тысяч рублей. А вот уровень безработицы снизился. Численность зарегистрированных безработных 4426 человек. При этом в Казани имеется почти 14 тысяч вакансий, то есть на одного безработного приходится 3 свободных рабочих места. Вырос и объем построенного жилья на 36%. Лидеры по вводу Советские и Приволжские районы. Вынужденными аутсайдерами Ильсурметшин назвал авиастроительный и Московский из-за отсутствия резерва мощности по приемке канализационных стоков. Со следующего года ситуация должна измениться. Проблемы в сфере строительной остаются и с обманутыми дольщиками. Чтобы достроить дома, нужны большие финансы, поэтому по-прежнему мы работаем в тесной связи с правоохранительными органами, чтобы установить активы фона Исвея. Изменения ждут и Самосыровскую свалку. В этом году на месте горы мусора появится пологий холм, упакованный в специальную герметическую пленку. По мнению мэра Казани, одним из решений мусорной проблемы может стать строительство мусоросжигательного завода. В настоящее время ведутся предпроектные изыскания, экологические исследования. Окончательное решение о строительстве будет приниматься только по результатам всех экологических экспертиз. Меняется и образование. Его ждут значительные нововведения. Директора школ будут отчитываться перед родителями онлайн. Инициатива внедряется по примеру Москвы. Сейчас основная задача – сократить разрыв между школами-лидерами и отстающими учреждениями. Новый подход и в работе чиновников. В минувшем году 450 сотрудников проверили на детекторе лжи. Все изменения положительно оценил Рустам Минниханов. Я могу сказать, что очень позитивный результат, очень много сделано.
Конечно, ожидания населения еще больше. Если вы думаете, что вы самые крутые, самые успешные, совершенно не так. Чем больше мы будем работать, тем больше нам надо будет еще добавлять оборотов. Улучшать туристическую привлекательность и транспортную логистику. Кроме того, президент поручил не сдавать экономические позиции. На фоне появления территорий опережающего развития и особых экономических зон Казань должна быть конкурентной. Александр Севастьянов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Только треть жителей поселка Урусу Ютазинского района перешли на индивидуальное отопление. Мера эта необходима из-за банкротства местной ГРЭС. Об этом сегодня президенту Татарстана доложили на совещании в Кабмине. Между тем, уже известно, что в мае ГРЭС полностью остановится. Так почему же не торопятся сельчане и сколько еще будут ждать у моря погоды, выясняла Елена Веселова. Зимой тепло, проблем нету с теплом, никогда не было. Никогда не мерзли. Алексей Наумов еще полгода назад понял простую истину. Урусинская ГРЭС уже никого не согреет следующей осенью. Теперь в его квартире двухконтурный котел. И погоду в доме он регулирует по собственному велению, а не по ГРЭС-хотению. Хотелось бы, конечно, если так много котлов поставить в нашем поселке, чтобы соответствовали объемы газа, воды, потребностям нашего поселка. То, что на ГРЭС не все ладно, стало понятно больше года назад. Предприятие в упадке, техника морально устарела, инвесторов, согласных вложить 7 миллиардов, нет и не будет. Еще в июле 2016-го руководство приняло решение остановить работу. А значит, выход один для всех – перейти на индивидуальное отопление. Но переходный период явно затянулся. Сегодня из 3441 квартиры поступило 1205 заявлений. И это составляет 35%. Практически каждую субботу на повестке дня совещания в Кабмине ситуация в Урусу. До сентября все квартиры должны быть с индивидуальным отоплением. Но вот уже месяц цифры буксуют. Перешли на котлы лишь треть урусинцев. В чем причина? Какие у них мотивы? То, что они не хотят отапливать дом свой. На сегодняшний день население уповает на то, что кто-то им бесплатно это все будет устанавливать. Поэтому мы во всех 140 домах будем проводить собрания жильцов. Я думаю, что ситуация будет меняться. Беспочвенными слухами и надеждами население Урусу живет уже несколько месяцев. Вопросом, кому эта дезинформация выгодна, уже занялась прокуратура и МВД. Ситуация на личном контроле у президента. Станция банкрот, шансов нет. Другого решения нет, потому что вся инфраструктура она, в очень неприглядном состоянии. Те, кто верит не слухам, а доводам разума, на котлы перешли и даже успели подсчитать выгоду. Если брать в лизинг, коммуналка за тепло ниже в 2 раза. Из последних счетов в 2,2 раза для двухкомнатной квартиры. Меньше, чем по декабрю. Урусинская ГРЭС доживает последние дни. В мае станция встанет. И те, кто не поторопится, может оказаться уже не в переходном, а в ледниковом периоде. Елена Веселова, ТНВ, Казань. Бесконечное количество блинов и развлечений. Масленичная неделя завершается, и сегодня начались ее проводы. Провожать зиму Татарстан будет 2 дня и на 12 площадках. Конкурсы, концерты, блины, шашлыки и, конечно же, символическое сжигание соломенного чучела. Альбина Минибаева о тех, без кого не обойтись на Масленице, чтобы прочувствовать дух старинного праздника. Они танцующие, поющие и разодетые в павлопосадские платки. Те, кто создает масленичный антураж. Конец рабочей недели, а для артистов служба только начинается. Но это тот случай, когда на работу, как на праздник. Артистам сложно на Масленице? Нет, легко, мы же народ веселим, нам все в радость. Альбина, о, блинчик! Ой, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. С праздником вас. Вкус заработанного блина на Масленице ни с чем не сравнится. И ради этого солнечного лакомства даже мы доверили микрофон артистам и вошли в азарт. Это старая забава. Давайте я тоже кидану. Давайте, можете микрофон кинуть? Нет, микрофон я кидать не буду, микрофон поддержите вы. Слушайте, а если я собью? Вам блин дадут. Блин мне
Да. Масленица широка во всех ее смыслах. Нет у нее национальности. Это праздник, который привлекает всех нас традицией, иностранцев, экзотикой. Нравится еще блины, там много ручной работы, еще ток-шоу там нам тоже. Хотя мы не все поняли. Замечательно, что в городе Казани действительно настоящие дружеские отношения. И все праздники мы привыкли отмечать вместе. Дороги хоть и весенние, с наледью, но как же на Масленице без скоморохов? О неудобствах забывается, когда вокруг народ веселится. С праздником вас, с Масленицей! И высоко ли вам? Есть свои минусы, конечно, но я все вижу все прекрасное, что здесь творится. Всех прекрасных людей я вижу. На радость женщинам, которые берегут фигуру и всю неделю воздерживались от блинов, мужчины-кузнецы. В их богатырскую силу веришь и без сценических костюмов. Куют налегке, без теплой одежды. Тут и гвозди сами забивают, и учат женщин те же гвозди ковать. Все нормально, вот все. Больше не надо, она уже отстыла. Теперь берем клещами. Остужаем. Так, берем. Давайте берите. Я хотя бы микрофон подержу. Нет, вы берите клещи. Клещи берите. Зажимайте немножко, чтобы держалось. Вот. И в ведро. Только не бросайте. Не бросаем только, держим. Оп. Нормально, нормально. Достанем. Последние 2 дня масленичной недели не только самые вкусные, но и веселые развлечения для всех. Хороводы, покупки, торги, игры и мастер-классы. У праздника хоть и возраст весомый, но эмоции от русских развлечений ничуть не устарели. Альбина Минибаева, Андерсен Тайцев, ТНВ, Казань. А уже завтра всех ждут на широкую Масленицу в Горькинско-Аметьевском лесу. В этот день все желающие смогут покататься не только на санях, но и на собачьей упряжке. С 12 часов дня начнется праздничный концерт, а в 2 часа пройдет интерактивная подготовка чучела Масленицы. Отметим, что вместо традиционного сжигания соломенного чучела организаторы праздника предложат альтернативный вариант. А вот какой, вы узнаете, если придете на проводы зимы. В Казань прибыли вдова первого президента России Наина Ельцина с дочерью. Супруга первого президента России посетила финал теннисного турнира «Кубок Ельцина». Напомним, он проходит в Казани с 18 по 26 февраля. Участие в турнире принимают более сотни спортсменов из 14 стран, в том числе 5 представителей сборной Татарстана. И сегодня же Наина Ельцина встретилась с Митимиром Шаймиевым. Московская гостья отметила теплый прием Татарстана и высоко оценила организацию турнира и подготовку участников. Организация турнира великолепна. И, конечно, здесь сказывается и забота руководителей и страны, и города. И вообще радует, что огромное внимание в Татарстане уделяется спорту. Это, в общем-то, здоровье нации, это безусловно. В республике с понедельника стартует неделя личного приема граждан депутатами Госдумы. Они ждут посетителей в региональной общественной приемной председателя партии «Единой России» Дмитрия Медведева. 27 февраля с 10 утра и до часу дня принимает парламентарий Ирик Зинуров. 1 марта Марат Бариев и Равиль Хуснуллин. Записаться на прием можно по телефону 238 1000. Балом правит Татарстан. Сегодня жители и гости столицы перенеслись на несколько веков назад. Большой казанский бал объединил единомышленников со всего Поволжья. Музыка, костюмы, а самое главное – бальные танцы не оставили равнодушным гостей праздника. Эмоции до и после бала увидел и Сергей Хайдаров. В начале было слово. Вот и бал сегодня начинается со стихов. Вечер открывает литературный блок. Известные поэты Поволжья читают свои стихи о любви и весне в качестве благодарности организаторам книги. После такого литературного пролога музыкальная часть. В центре внимания прекрасные пары. Это значит, что совсем скоро начнется Его Величество бал. Поклон кавалеров и дам сегодня не просто формальность. Это неотъемлемая часть танца. Участники бала детально воссоздают все традиции 18 и 19 веков. На паркете котильон, полонез, мазурка в исполнении не профессионалов, а любителей. Оказавшись на балу, ни один мужчина не может обойтись без перчаток, своей напарницы, но и, конечно же, чувство ритма. Самое главное помнить, что бал – это не концерт и не соревнования. Бал – это чистое удовольствие.
Для участников из Чистополя сегодняшний бал – еще одна возможность прикоснуться к прекрасному. Ревкат Гордиев уже несколько лет занимается танцами и уверен, что здесь главное не видеть, а чувствовать. И вот когда Валентина Георгиевна сказала: давай сделаем танец, знаете, для меня это было абсолютно неожиданно, как я, незрячий человек, никогда не танцевавший, выйду с этим на сцену. Но, как выяснилось, оказывается, нет ничего невозможного, особенно вот с таким педагогом. Сегодня на балу не только татарстанцы. В Национальной художественной галерее принимали гостей со всего Поволжья. Из одной Самары ради такого события приехали 60 прекрасных дам и кавалеров. Их сразу можно было заметить по рисованным маскам на лицах. Это и смотрится красивее, Это было придумано вообще в Самаре на первых балах в Иутаре. Есть такое учебное заведение. Сейчас мы это привнесли, мы это привнесли в Самарский юридический колледж. Сегодняшний бал – это только старт. Проект рассчитан на несколько лет. Уже в мае всех участников литературных объединений Татарстана и Самары ждет Санкт-Петербург, а затем и другие города России. Сергей Хайдаров, Даниил Кинджаев, ТНВ «Казань». Национальная музыкальная ежегодная премия «Радио Болгар» уже в 4-й раз собрала самых звездных певцов и композиторов татарской эстрады. Артистам награды, а зрителям яркое шоу. О том, почему эта премия давно уже не просто концерт. Лина Зинатуллина. Танцевальные хиты и лиричные баллады, восходящие звезды и заслуженные артисты. Национальная музыкальная премия «Радио Болгар» не просто яркий концерт, а по-настоящему главное событие года в татарской эстраде. Премия собрала, что называется, сливки татарской эстрады. Лучшая песня, лучший видеоклип, бессмертный хит. 25 номинаций и только самые достойные авторы и исполнители. Выбирали их и сами слушатели, и профессиональное жюри. Первая золотая звезда сегодня у народной артистки Татарстана Зухры Шерифуллиной. Эта звезда у меня первый раз. Я еще первый раз вот так вот меня пригласили, Болгар радио. Народ очень хорошо принял. Мне очень приятно было. Огромное спасибо. Но это уже даже не премия. Сами артисты в национальной музыкальной видят еще и хранителя родного языка. Молодежь сейчас книги не читает. Вот. Они слушают музыку, там смотрят телевизор. И я хочу сказать такую вещь, что именно благодаря эстраде пока держится язык. Потому что даже татары уже с татарами разговаривают на русском. Насладиться национальной эстрадой пришли сегодня больше 1000 почитателей. Ехали даже из других городов. Мы радио Болгар целый день слушаем. И на работе, и дома. Очень нравится. И исполнители песен, и ведущие. Поэтому сегодня решили воочию увидеть все это торжество. Только хорошее впечатление, только хорошей музыки, хорошее настроение. Самый красивый из самых красивых концертов года, потому что тут все артисты, все элита. Самые хорошие. Главное – качество, говорят сами организаторы национальной премии. А там, где хорошее качество, там обязательно будет и большое количество поклонников и почитателей настоящей музыки. Лина Зинатульна, Даниил Кинджаев, ТНВ, Казань. Пока Акбарс уверенно лидирует в серии плей-офф с Салаватом Юлаевым и уже готовится к матчам в Уфе, Казань принимает звездный уикенд. Сегодня в столичном дворце спорта прошел второй кубок чемпионов ночной хоккейной лиги. 4 команды боролись за звание лучшего из лучших, а завершился турнир гала-матчем с участием Рустама Миниханова. Кто праздновал победу? Салават Мухаммадуллин. Под звуки «Bad the Bone», что в переводе значит «плохо до костей», команды чемпиона НХЛ разных лет выходят на лед. Как и подобает открытию турнира, перед игрой символическое взбрасывание на красной точке капитана всех команд-участниц. Несмотря на любительский статус лиги, на площадке и за ее пределами хоккеисты ведут себя как профессионалы. Здесь все по-настоящему. 3 периода по 20 минут, 2 главных судьи и, конечно, борьба на льду. В первом матче скрестили клюшки казанские драконы и челябинский Центурион. Турнир начался сразу с полуфиналов, а потому проигрывать никто не собирался. Первый период 2-1 в пользу гостей. 2 ошибки, 2 гола. Расслабились. Сейчас поработаем над ошибками. И все будет нормально. И нападающий сдержал свое слово. В итоге на двоих команды забили 9 шайб. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. В
В голевой феерии победителем стали казанские драконы, а вот в финале удача была менее благосклонна к хозяевам льда. Победителем Кубка чемпионов стал Екатеринбургский авто. Все детали матча по горячим следам разобрали на встрече с журналистами. Я думаю, надо жестко, персонально и жестко, максимально. Это двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев говорит об игроке под номером 99 Рустаме Минниханове. В гала-матче Кубка команда правительства Татарстана вышла на лед против сборной ночной хоккейной лиги. Ну, очень приятно играть против наших легенд, ветеранов, которые поиграли, на которых мы равнялись, стремились, поэтому сейчас покажем свой класс. С приветственным словом президент республики. Разрешите поприветствовать звезд российского хоккея. Аплодисментами. Через минуту после начала матча с передачи Алексея Морозова Рустам Минниханов открывает счет. Еще через минуту уже президент республики ассистирует бывшему хоккеисту Акбарса. К концу первого периода счет 3-3, и Рустам Минниханов не остановился на достигнутом. Нам больше нравится атмосфера. Да. Вот мы привели детей сюда. В восторге просто наши дети, поэтому и нам хорошо. Не так часто на хоккей бываем, чтобы вживую посмотреть, а тут сразу столько олимпийских чемпионов. По итогам матча президент республики набрал 9 очков, а сама игра закончилась дружественной ничьей 13-13. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Какой ролик набрал 146 миллионов просмотров и где блины пекут роботы? Самые яркие моменты и события этой недели в нашей субботней рубрике «В сети». Здравия желаю, товарищи телезрители! Ну, тут два варианта было. Либо так, либо с блинами. Блины я еще не испек, поэтому вот так, по-военному. Это рубрика «В сети», и давайте уже начнем. 23 февраля – День защитника Отечества. Я, конечно, не служил, но поздравления получал. А интернет удивлял нас интересными подарками, которые наши защитники получали. Но тут сразу можно понять, что все до единого гели и пена для бритья с полок магазинов переместились на полки ванной комнаты мужчин. Вот что значит назащищались. Чьи-то коллеги покреативили и подарили вот такие фирменные шоколадки. А кто-то вообще придумал носки в консервную банку завернуть. Молодцы, девушки. Зачем дарить что-то другое? Дарим то же самое, но не в стандартной упаковке. Второй праздник этой недели, который идет уже всю неделю, конечно же, Масленица. Пользователи уже с понедельника постят фотографии блинов с праздников и так далее. А вот в Москве, чтобы не тратить время на готовку, а сразу есть, инженеры изобрели робота-блинопека, который готовит, судя по кадрам, очень вкусные блинчики. Так что, друзья, вперед! Остался один день. Пеките блинцы! А сейчас прогуляемся по инстаграму Рустама Минниханова в нашей постоянной рубрике «В сети с президентом». Неделя Рустама Минниханова началась с боевым настроем, в прямом и переносном смысле этого слова. Он посетил международную выставку IDEX-2017, где были представлены военное оружие и военные автомобили. Но подписчики единогласно решили, что наши КАМАЗы все равно лучше. А выходные президент провел, как всегда, на природе, занимаясь немного экстремальным спортом. Курьезный случай произошел в Англии во время футбольного матча клуба Саттон Юнайтед из 5-го дивизиона. Букмекерская контора принимала ставки на то, поест ли запасной вратарь во время матча или нет. Вратарь, узнав об этом, решил реально перекусить. Хотя, судя по его телосложению, он не только во время этого матча ел. Собственно, наверное, именно поэтому команда в 5-м дивизионе. Хотя, может, он так много ест, чтобы вскоре просто закрыть с собой ворота? Кто знает. Круче нее только яйца. Сами Лила, официантка из Австралии, вступила в бой с вараном, который заполз в ресторан. Гости все были напуганы, но не она. Она взяла незваного гостя за хвост и вышвырнула его прочь. Вот такие должны быть официантки, чтобы могла любого взять и как его... А теперь милое видео. Панда прилипала. Именно так ее прозвали в интернете. Панда просто не могла отстать от работника зоопарка. Как бы только сотрудник не старался, панда всегда возвращалась, чтобы заключить его в свои объятия. Угадайте, сколько пользователей посмотрело это видео? Уже 146 миллионов. 146 миллионов, Карл! Считай, это вся наша страна.
Алло, да, это Казанский зоопарк. А у вас есть панды? Есть? Выезжаю, все. Следующее видео также было популярным в сети на этой неделе. Американский парень устроил битву с полицейским. Нет, это не драка, а танцевальная битва. Решили посмотреть, кто кого перетанцует. Полицейский, судя по всему, проиграл. Но пользователи хвалят его за его действия, потому что это куда приятнее смотреть, нежели новости с нападениями и так далее. Ну и напоследок, совместно с поисковой системой Яндекс мы составили топ запросов татарстанцев. Что искали и чем интересовались пользователи на этой неделе. На первом месте, конечно же, 23 февраля. Открытки и поздравления. Какие уж поздравления. Пена для бритья и пара носков. Лучшее поздравление. Второе место уверенно занимает Масленица. Напоминаю, есть еще целый день, чтобы напечь вкусных блинов. На этом сегодня все. Надеюсь, эти 5 минут были креативно-информативными для вас. Если да, то ставьте большие пальцы вверх. Если нет, то тоже ставьте. А лучше пишите, комментируйте, присылайте свои новости или видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Все репортажи нашего выпуска можно посмотреть на сайте телекомпании, о деловых новостях прочитать в интернет-газете «Реальное время». Далее в выпуске прогноз погоды. До свидания. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болгарадиосы. Мы первые в Татарстане. Говорят, непрерывно можно смотреть на 3 вещи. Как течет вода, как горит огонь и на то, как работают другие. А еще можно смотреть, как развивается Казань-Оргсинтез изо дня в день. Казань-Оргсинтез. Непрерывное развитие. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Данила Мастер. Портрет на памятник бесплатно. 202 38 32. Выгодная ипотека 9,9% на квартиры в жилом комплексе «Гармония», дом 1. Телефон офиса продаж 843-233-0303. Живите в гармонии. Многие думают, что онкология – это приговор. Ежегодный онкоскрининг подарит вам возможность жить долгой и полноценной жизнью. Поволжский центр онкодиагностики. Подарите себе счастье быть здоровым. Снегопад цен минус 25% на санаторные путевки. С заботой о вас. Санаторий «Крутушка». 8 март җитәм. Хатынга нәрсә бүләк итәргә? Фен, блендер, пылесос. Юк! 18 март. Филармония концертлар залы. Болгар радиосы концерты. Концертка билетлар алам. Аңа да бүләк. Үзем дә ял итәм. Здравствуйте! Поговорим о погоде. В предстоящие сутки погода в республике начнет меняться. Ожидается понижение температур. На юго-востоке Татарстана будет облачно. Ожидаются сильные снегопады. Ночью будет около 0 градусов, а днем до -1. На северо-востоке облачно. Ночью снег и -1 градус. Днем же осадки прекратятся. Температура воздуха составит тоже -1 градус. На севере республики ночью и утром ожидаются сильные снегопады. Ночью будет около 0 градусов. Днем же до -1 и осадки прекратятся. На северо-западе местами пройдет снег. Температура воздуха ночью составит до 3 градусов мороза. Днем же будет до -2 градусов. На юго-западе ночью снег и -2 градуса. Днем же ясно, без осадков и до 3 градусов мороза. В центральном районе республики ночью и утром ожидаются снегопады. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит около 1 градуса мороза. В последующие сутки подморозит, что может стать причиной гололедицы. Будьте осторожны.
Предстоящей ночью в Казани будет пасмурно и до 4 градусов мороза. Днем ожидается переменная облачность и тоже до 4 градусов ниже 0. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 78%. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.